1 марта 2013 года первый президент Республики Казахстан Нурсултан Абишевич Назарбаев подписал указ о внесении изменений и дополнений в перечень профессиональных и иных праздников Республики Казахстан. Этим указом в стране был учрежден новый праздник – День семьи, и определена дата его празднования. Это каждое второе воскресенье сентября. Основной целью проведения праздника стала реализация национальной государственной задачи по сохранению культурных ценностей, традиций, духовности, воспитанию подрастающего поколения, преодолению демографических проблем, а также проблем социального характера через институт семьи. Великий писатель и поэт Абай Кунанбаев выразил некоторые понятия о семье и воспитании молодежи в Нравственном кодексе Адам Бол «Будь человеком», в котором он обращается прежде всего к молодежи. Этический смысл абаевской формулы Адам Бол состоит в высокой оценке роли назначения человека в жизни. В его понимании человек должен сочетать в себе разум и гуманность, трудолюбие и образованность, дружбу и любовь. Он не уставал напоминать современникам, что солнце и луна – это украшение небес, леса и ягоды – украшение гор, а украшение земли – это человек. Особое значение в воспитании молодежи Абай придавал семейному воспитанию. Абай писал, что первые и самые главные воспитатели учителя – это родители. Абай подчеркивал, что человек не от природы получает нравственные качества. Он становится нравственным или безнравственным лишь в процессе воспитания. Кто же является воспитателем ребенка? Конечно же, это прежде всего люди, которые его окружают. Их Абай делит на 3 группы. Во-первых, это родители, братья, сестры, то есть семейное родственное окружение ребенка. Во-вторых, это учителя, воспитатели, наставники, то есть взрослые люди, профессионально отвечающие за воспитание ребенка. И в-третьих, это сверстники, друзья и товарищи. Зрелость человека, на взгляд просветителя, определяет 3 главных качества – разум, сердце, воля. Будучи истинным патриотом, Абай видел будущее своего народа в образовании, просвещении, развитии науки и искусства, в упорном и созидательном труде. Он писал: «Тот, у кого больше знаний, любви, справедливости, тот мудрец, тот ученый, тот и обладает миром». Благодарю за внимание.